Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней цыпочки звучит так. Его срочное сообщение вам. Загадайте, пожалуйста, на мужчину. Представьте его, назовите по имени и спросите: мой милый дорогой, что срочно желаешь мне сказать, сообщить? Я надеюсь, вы все настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть ваши вот моими руками пусть раскроют то, что сейчас у нас скрыто, то, чего желаем. Так, свели вы мужчину с ума. Он бедненький, тут ни спать, ни есть не может. Думает о вас, постоянно думает. Знаете, какое сообщение? Вот я вам прям сразу скажу, да, вот чтобы далеко не ходите, чтобы вы понимали. Он говорит: ты, ведьма, заколдовала меня. Боже, что ты со мной сделала? Я схожу с ума. Ты мне везде мерещишься. Я тебя везде вижу, тебя чувствую. Мне мерещится твой голос, твой образ. Я как наркоман с твоей фотографией постоянно смотрю на нее. Боже, что со мной происходит? Заколдовали, заколдовали. Все, спасите, помогите, пропадаю. Вот его месседж, девочки. Вот это он хотел бы вам вот так прям срочно и сказать. Знаете, тут прям, тут и радость у него идет, и претензия, и вообще он не понимает, как на это все реагировать. Страшно, страшно, влюбился. А влюбился, либо наконец-таки понял, что любит, что ценит, что без вас он пропадет. И вот какая-то, знаете, острая фаза у него сейчас происходит. Такая на грани сумасшествия. Боже, крышу сорвало, причем так конкретно и надолго улетела. Куда мне теперь бежать, где мне ее искать? Я не знаю, что вы с ним сделали. Я даже представить боюсь, что произошло. Но мужчинка... Он ваш, он об этом кричит, пока еще с претензией, что ты со мной сделала, волшебница, но уже нотки радости в его голосе есть. Да, вы центр его вселенной. Вот сегодня, вот здесь и сейчас, вы центр его вселенной. Вы ему снитесь, он там, знаете, как в толпе людей там пытается вас рассмотреть, ему все время кажется, там запах ваш, да, его преследует, там парфюма вашего. Образ ваш преследует. Все, зачаровали. Мужчина пропал, там в омут с головой пошел. Это просто фантастика. Смотрите, девчонки, что еще он желает вам сказать? Он желает сказать, даже не желает сказать, он вам желает, чтобы вы так же сильно в него влюбились и также сходили с ума по нему. Говорит, чтобы ты знала, как это вот так вот жить. Вот, хочу, я очень хочу. Он, кстати, может даже думать, да, вот у кого-то отыграется, что он об этом думает, там пойти к кому-нибудь, обратиться, чтобы вас к нему причаровали. А у других отыграется, что мужчина пошел провериться. Знаете, думает, пойду-ка я проверю. А вдруг и правда она мне там что-то подмешала, какой-нибудь там на меня обряд наложила, там узы там любви, да, цепи любви. И вот я теперь схожу с ума. Да, ну, у кого-то прям отыграется, что мужчина и к психологу мог пойти, потому что то, что с ним происходит, это что-то невозможное. То, что ему было ранее никогда неведомо и недоступно. Вот так вот, мои хорошие девочки. Так, ну, говорит, спешу к себе, спешу со всех ног, спешу, бегу. Встреча будет, не переживай, даже не думай. Я приду как можно раньше, там, закончу свои дела. Я, по крайней мере, стараюсь. Я с усилием, да, там, с тройным усилием сейчас там работаю, решаю какие-то вопросы. И к тебе скачу, бегу, плыву. Надо будет ползти, буду ползти. Но доползу. И что говорит, не пустой приду.
Ждите каких-то подарков, ждите каких-то там шикарных цветов. Может быть, он вам с курьером пришлет, может быть, сам на себе притащит этот букет цветов. Какие-то вот хотел бы вам организовать, я не знаю, праздники, какое-то вот веселье, увеселение. Ему очень хочется вас куда-то пригласить. Вот видите, чтобы чашу с вами разделить. Вот в данном случае вот эта чаша, она не на любовь указывает, а на веселье. Когда два человечка поднимают одну чашу, веселятся. Знаете, девчонки еще может отыграться. Напоить он вас хочет. Да? Напоить и выпытать. А что ты со мной сделала? А что ты ко мне сама чувствуешь? Будет вас куда-то приглашать обязательно, он об этом сейчас думает, возможно, даже какие-то места подбирает. Может быть, даже будет вас как-то хитро спрашивать, ну, типа, а что тебе нравится, либо какие ты там места предпочитаешь, либо там, какой алкоголь тебе нравится. Да, что-то будет в этом плане, в этом духе делать. Вот. Ему очень хочется вас порадовать, ему очень хочется с вами вот прям побыть. И вот, знаете, желательно, чтобы тет-а-тет, чтобы никто не мешал. Ну, взрослый человек понимает, что да, мало таких мест, где можно отдохнуть, ну, кроме как дома. Дома он не хочет, потому что хочется вас удивлять, хочется вас радовать. Ну, кому радостно дома? Дома скучно. Вот, и он об этом думает. Так, что еще хочет сказать? Он говорит, что я помню. Вот что он вам там пообещал, он говорит, я помню, я обязательно это сделаю. Вот чего бы мне это ни стоило, сделаю. Даже не сомневайся. Даже сделаю лучше, чем ты говорила, чем ты просила. Вот. Но и еще вот, да, он уже старается что-то делать. Но вот мне не очень нравится, что он здесь может как-то перехитрить сам себя. Будет стараться сделать лучше, а сделает наоборот. Девчонки, если такое произойдет, не ругайте. Я тут за него заступлюсь и скажу, что он действительно старался и перестарался. Так тоже бывает. Не потому, что он там какой-то нерадивый, глупый, либо ленивый. Нет, он просто хотел вот прям чтобы все ваши желания удовлетворить. Но, к сожалению, там не получилось. Это вдруг, да, вдруг так получится. Это я вам на будущее говорю. Так, еще что хотел бы сказать. Говорит, ревную страшно. Вот вообще ревную. Я никогда никого не ревновал. А тебя я ревную ко всем. Вот ко всем. К телефону даже тебя ревную. К телевизору ревную. Там, ты идешь там, в уборную, а я уже ревную. Потому что ты там находишься, а я здесь. И я не знаю, что ты там делаешь. Я хочу все знать. Я хочу всегда быть с тобой. Очень вас ревнует. Прям с ума сходит. Понимаю, что это вообще какая-то блажь и глупость большая. Но тем не менее, знаете, он вас просит. Он говорит, пожалуйста, ни с кем не общайся. Не надо, ни с кем не общайся. Ни с кем не переписывайся. Неважно, кто там. Мужчина, женщина. Вообще я не перенесу. Я не перенесу, если ты кому-то будешь уделять внимание. И при этом забывать обо мне. Да? То есть как-то так говорит. Глупо, конечно, но влюбленному мужчине можно это простить. Так, мои хорошие, ему очень хочется вас носить на руках. Не знаю, какая-то у него тут фантазия, да, носить вас на руках. Вот прям, да, смотри, какой я сильный. Я возьму тебя на руки и пронесу тебя всю нашу совместную жизнь. Да, эйфория. Мальчика накрыла, у него эйфория пошла. Так, девочки, ну я даже не знаю, что добавить. Мне эта отсыпочка настолько эмоциональная, настолько она яркая, позитивная, да, вот очень позитивная. Прямо, знаете, аж мне радостно за вас, радостно за то, что есть такие прекрасные чувства, что люди не разучились любить. Но это, да, то состояние вот этих бабочек, которые тебя над землей носят, это состояние этого мужчины. Он готов кричать на весь мир о своих чувствах к вам, о своей любви, о своей преданности. Огромное желание вас, конечно же, удивлять, покорять и делать для вас вот все возможное и невозможное, да, еще и в тройном размере. Вот здесь и сейчас, в момент, когда вы зашли на это видео, мужчина любит, мужчина счастлив, и он будет делать все, чтобы вы любили и были счастливы. Мои хорошие, на этом все. Спасибо вам всем за внимание. Всем пока-пока.